водитель, да, вот от него не зависит там продажа, ну, зарплата у него есть. Как вот таких заинтересовать? Групповая мотивация. Он же в частном производстве работает. Я понял, групповая мотивация. Например, шофер грузовика, да? Ну, я понял, групповая мотивация. Потому что этот шофер, этот шофер тоже доставляет, туда-сюда возит товар. Он же не просто катается. Если этот товар он своевременно возит, если его машина не сломается по пути, если он пораньше ходит по точкам, раздает товар, больше денег компании. Так или не так? Подожди, послушай, я так или не так? Если он поздно донес, если он машина не смотрит, он скажет, машина сломана, давайте я сегодня на свадьбу пойду, завтра донесу. Его еще контролирует вся команда. Теперь внимание, обратите. Когда вы групповую мотивацию сделаете, когда вы требуете от сотрудников, они по-другому реагируют. А когда они друг друга требуют, совсем по-другому реагируют. Вы меня поняли? Вы должны сделать так, что люди сами у друг друга требовали. Когда групповая мотивация есть, знаете, как они у друг друга требуют? Ого-го. Они говорят, послушай, куда ты пошел? Сядь сюда. Да, я вспомнил. Я нанимал девушку, чтобы сайты заполнять. Потом меня же нету. И у меня жена управляющая там была в Бишкеке. Она тоже нету. И время приходит к работе, ну, 4 часа. Она смотрит, никого нет руководителя. Она говорит этим другим. Может быть, пойдем сегодня пораньше домой? Все равно же никого нету. Они все смотрят на нее. Она потом рассказала нам, когда был какой-то праздник. Она сказала, знаете, Давлатов, первый раз я неделю поработала, потом думала, ну никого нету. Раньше в другом месте, где я работала, так было. Если никого нету, как мы раньше уходили. И потом она говорит, давайте сегодня пораньше пойдем, может быть. Все равно же никого нет, это нормально же. И говорит, они все на меня так смотрели, говорят, что мне было страшно стыдно. Она говорит, мне так стыдно стало, говорит, что я сильно начала работать. Она потом рассказала нам, говорит, я тогда поняла, что такое командная работа, говорит. Я впервые это испытывала. Потом, когда она потом рассказала, что тут я работаю совсем по-другому, тем, где был. Я туда прихожу и счастлива. Очень важно, чтобы люди были счастливы в команде. Они гордились, что в команде работают. У меня в команде в самом все молодые. Кто-нибудь видел? Все молодые. Я говорю только молодые. Почему? Потому что у них много энергии. Я их обучаю. Правильно, как делать. Да, это очень важный момент. В разных компаниях, конечно, по-разному. Есть компании, которые, где много взрослых. Надо знать, где кто нужен. Есть места, где молодые больше могут больше отдачу давать. Есть места, где более взрослые отдачи могут давать. Поэтому сначала что, когда четко понять, что надо. Например, новые компьютеры, технологии, маркетинги, вот это все ерунду, это компьютеры. Стали лучше разбираться или молодые? Молодые. Молодые. Они еще в стране быстрее похватывают, делают. Я сам не понимаю, что они делают. Я только говорю, ключи, это ключи то. Это же так. Поэтому надо, чтобы рядом был те, кто это понимает. Вот так должно быть. Потому что сейчас мир такой стал. Мир так. Приятного аппетита, после аппетита.